преддверии наступления учебного года хадисы, посвященные знанию. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Всевышний сказал: Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ва кур рабби зидни ильма. И говори, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и все, кто является его последователями: Рабби зидни ильма, Господи, приумножь мне знаний. Не сказал Аллах: Господи, приумножь мне денег, или приумножь мне здоровье, или приумножь мне не знаю чего еще. В общем, знание — это самое лучшее богатство. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Сура Зумар. Всевышний сказал также: скажи, разве сравнится или сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают? Конечно же, не сравнятся. Всегда знающие выше, чем неграмотные. Дальше. Ярфа Илляху алладина аману минкум. Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ярфа Илляху алладина аману минкум алладина утул ильма дараджат. Аллах возвышает по степеням тех, кто поверили из вашего числа, а также те, которые получили знания. Аллах возвышает. Такой его закон. Верующих возвышает Аллах, и знающих возвышает. И описывая себя, свое величие, Аллах говорит: «Иннама яхшаллах мин ибадихи аль-уляма». Поистине чувствует ответственность, трепетный страх перед величием Аллаха Субхану Тааля из его рабов ученые. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Муавия передает от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, следующее сообщение: тот, кому Аллах пожелает добра, юфакиху фиддин, он даст ему разбираться или глубоко понимать вопросы религии. Тот, кому Аллах желает блага, даст ему возможность глубоко разбираться в вопросах религии, то есть даст знания. Далее приводит пример пророка, алейхиссалям, говорит: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. Представьте себе такую ситуацию, или знаете, что мой пример и пример того, с чем меня Аллах отправил из верного руководства, знаний, пример следующий. Представьте себе землю, на которой выпал дождь. Если это будет земля хорошей, прекрасной, то она воспринимает дождь, принимает эту влагу и взращивает зелень, взращивает траву, взращивает зелень в большом количестве. Также бывают земли солончаки. Если на них падает дождь, то вода сохраняется, и с помощью этой воды Аллах дает пользу людям, которые к ней приходят. И они пьют и поят свою скотину, и занимаются сельским хозяйством. Но эта земля сама, солончак, пользу не получает. Она как резервуар, хранит только воду. Пользу не получает. И также есть земля Кайан, такая песчаная земля, можно сказать, которая не держит воду и ничего не выращивает. То есть она просачивается в нее все и ничего не растет.
Вот такой пример привел пророк, алейхиссаляту вассалям, чтобы мы поняли, кто это те люди, которые имеют глубокое понимание в религии. То есть они берут пользу из религиозных законов, сами живут по ним и другим помогают, направляют. И также в этом хадисе мы понимаем, что иногда человек сам знает, но не применяет, учит другим, но сам не действует. Как принято в народе говорить, «Мулланун сузен тамла, фигален тамлама». Если мулла что-то говорит, вы слушайте и выполняйте, что он говорит, но не делайте то, что он сам делает. Это почему? Потому что, значит, некоторые муллы, некоторые проповедники сами не делают того, чего говорят. Это очень опасно. Это вызывает гнев Аллаха Субхану ва Тааля. Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя быть таким каким-то песчаным местом, куда попадает благо, попадает благодать. Она это ничего не держит ни для себя, ни для других. В одно ухо зашло, другое вышло, как говорится, наузубилля, это тоже очень опасно. «Ман салака тарикан ялтамису фихи ильман сахаля Аллаху лаху бихи тарикан иль-джанна». Пророк сказал, алейхиссалям, тот, кто вышел в путь в поиска знаний, посредством этого усердия Аллах раскроет ему или облегчит ему дорогу в рай. Так что наступает 1 сентября, иншаллах, учеба начнется. Хорошо учиться надо, хорошо обучать надо, чтобы дорога в рай нам была облегчена.